15 числа предлагается объявить голодовку. Может, в зале кто-то тоже поддержит эту инициативу и согласится выступить с этой акцией? Давайте так, эту тему как раз мы будем обсуждать, вот резолюцию послушали, все сейчас выступающие, ветераны, может еще кто-то будет выступать, тоже могут призывать к тому, чтобы поддержать эту акцию и присоединиться к этой голодовке. У нас по записи для выступления слово дается Эскендеру Умерову, ветерану национального движения. Подготовиться участнику конференции Нариману Ибадуллаеву. Кто хочет выступить, пожалуйста, есть у нас помощники. Айдер Бекташ справа, Альмир Самадинов слева. Пожалуйста, передавайте записки, мы всех запишем. Селям алейкум сағылы бетандашлар. Мен сізге айтмас дегенім башқа тілде кечіресің. Уважаемые наши ветераны, мы сегодня на территории Украины, и среди нас очень много, если я не ошибусь, 50% проживаем 67-го года после указа. Мы знаем, что такое Украина, как относятся их постановления, их указы против депортации повторных в Крыму, на территории Херсонщины, на территории Краснодарского края. Это мы очень хорошо владеем этой обстановкой, но вы знаете одно. Никто на территории Украины и Крыма из руководителей, в том числе из числа крымских татар, как мы называем Меджлис Хурултай, не желает, чтобы мы полно приобрели свои права. В чем заключается? Обоснованно. 9 мая, День Победы. Я понимаю, это для всех для нас День Победы. Когда подойдете аллею ветеранов войны в парк Гагарина, вы посмотрите. Из числа героев Советского Союза только один Ахмед Хан Султан, второй Абдураим Решидов. Абдураим Решидов стал Абраим Решидов. Вы понимаете, в мемориальной доске высечено не Абдураим, Абраим Решидов. Спрашивается, что мы можем дальше говорить? Что может говорить тот Абдуллаев Азиз или тот Салиев, если они проходили там, устанавливали венок или устанавливали цветы памятнику? Вот какие мы ветераны. Вот кого мы сегодня защищали и приподняли. Что Рифат Чубаров не знал и не видел, что не Абраим, Абдураим. Он не видел, что у нас там 8 героев Советского Союза, а их ни одного нет, кроме вот этих двоих перечисленных. 5 орденами 3 степеней славы. Где они? Вот, товарищи, начнем с этого. Вот как хочет нам Украина, вот как хочет нам решить Крым. Единственное, Крыму нужен наши земли. Торговать, обогащаться и заниматься полностью криминальной структурой. Вы посмотрите, похороны старухи уже или дитё какое-то. Мы должны 200 рублей платить для того, чтобы усопшую похоронить. Вы посмотрите на эти домики, по 5-6 лет людей издевались, торговались, понимаете, сосали их, как дойную корову. Сегодня месяц собрания
собрание 300 рублей, сегодня месяц собрание 500 рублей и так далее. О чем мы говорим? Разве крымскому татарину, разве Меджлису, Меджлис Курултаю не нужен этот указ? Наш же указ, который наши права ликвидированы в 1944 году, устраивает нас, товарищи? Нет. Наверняка. Нет. Нас до этого, нас устраивало. Хотя бы этого восстановили. Не надо нам вместе 200-300 лет назад. Давайте мы сегодня будем говорить о том, почему эта клевета распространяется на наш народ. Сегодня процентное соотношение крымских татар, участвующих в годы Великой Отечественной войны, первое место в Советском Союзе. Среди всех национальностей. Возьмите, почитайте. Сегодня участников Великой Отечественной войны, офицеров, вы думаете, что это означает? Это означает уничтожить. Это заранее запланированная акция Запада, Англии, Америки, которые любыми путями хотят ворваться в наш Крым, а потом продвижение по всей Черному берегу Черного моря. Вот их не затеи. И эти затеи они выполняют. Поэтому давайте мы подумаем. Мы начинали национальные движения в 1956 году. И таким образом тогда было намного страшнее. Но мы шли вперед. И мы сегодня не боимся. Первым завтра, 15 мая, пойду на голодовку я до самой смерти. Но я буду голодовать, но я буду знать, защищать Родину. Имя крымского татарина, а не гражданин Украины. Нет у нас тоталитарного режима. У нас должен быть федеративный, в конце концов. Не хочет Украина принимать крымских татар. Мы согласны, и Америка не нужна. У нас рядом другие страны есть. Турция, Россия, Молдавия и так далее. Если Украина не хочет, нет, так самоопределением давайте будем ставить вопрос. Но будем бороться до конца. И никто из вас не пожалеет этого. Слава Богу!